Здравствуйте, это новости Татарстана. В субботу в студии работает Регина Ягудина. Информационная картина дня в ближайшие полчаса. Долгожданное и опасное время. Повышенные риски чрезвычайных ситуаций связаны с зимним периодом. Что собираются делать для безопасности, расскажет Дмитрий Аринин. Свежие новогодние. Скоро Новый год. Все уже берут ажиотаж. Что казанцы покупают к новогоднему столу на предпраздничной сельхозярмарке, выяснял Рамиль Шайдулин. Уже традиционно у КМПО открывается зимний городок. Живем рядом, считай, по соседству. Нам всегда здесь очень нравится. На новогоднем празднике побывала Вероника Гайнутдинова. Ровно неделя до Нового года. В городах и районах уже идут праздничные мероприятия. Сегодня на республиканском совещании Рустам Минниханов дал ряд важных поручений для обеспечения безопасности в этот период. Он потребовал серьезного внимания к охране общественного порядка, уборке крыш от наледи и надлежащее использование газового оборудования. На этой неделе в республике произошли несколько ЧП. Со следующей вводится особый противопожарный режим. О правилах, что не прощают ошибок, Дмитрий Аринин. Важно, чтобы в период новогодних каникул во всех городах и районах были созданы условия для досуга граждан. Чтобы отдых гостей и жителей республики не был омрачен, предстоит большая работа всех ведомств. Потребуется и бдительность самих граждан. Как отметил Рустам Минниханов, зимой возрастает риск чрезвычайных происшествий. Так на фоне потепления в Нижнекамске на 8-летнего мальчика с крыши упал снег со льдом. Ребенок с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в ДРКБ. Во избежание новых несчастных случаев следует усилить требования к собственникам и управляющим компаниям, ответственным за уборку снега с крыш домов и козырьков балконов. Раис потребовал своевременно очищать тротуары и придомовые территории, а также оперативно реагировать на перемены погоды. Также нужно уделить внимание газовому оборудованию. В четверг в Осиново-Зеленодольского района в двухэтажном доме произошел взрыв газа. Пострадавший мужчина до сих пор в тяжелом состоянии в РКБ. Газовым и жилищным службам необходимо регулярно проводить проверки подключений абонентов к сетям, технический осмотр газового оборудования и систем вентиляции. Органам власти на местах следует обеспечить контроль за надлежащим исполнением работы обслуживающих организаций. К сожалению, часто причиной таких трагедий становится человеческий фактор. Важно усилить разъяснительную работу с населением о недопустимости небрежного обращения с газом. Еще одна задача – обеспечение безопасности массовых мероприятий. На них должны быть ограждения, металлоискатели и дежурить полиция или ЧОП. Так, при открытии новогодних городков недостатки в обеспечении безопасности выявлены в Елабуге, Алькеевском, Равнослободском и Пестричинском районах. К целому ряду муниципальных образований, а это 20 районов, имелись серьезные нарекания по исполнению указанных требований, которые ставят под сомнение обеспечение безопасности жителей своих районов. В течение года мы обращали внимание руководителей на необходимость обеспечения требуемых мер. Несмотря на принятые меры, недостатки допускаются при проведении практически каждого мероприятия с массовым участием граждан. Выезды в муниципальное образование мы продолжаем, сформированы соответствующие мобильные группы. С 25 декабря по 8 января в Татарстане вводится особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение увеличены в 2 раза. Например, для граждан до 20 тысяч рублей. Как отмечают, в это время количество происшествий резко возрастает. В этом году в республике произошло почти 5000 пожаров. Ежегодно в праздничные новогодние дни обстановка с пожарами осложняется. Количество пожаров увеличивается на 50%, гибель людей на пожарах почти в 2 раза. При этом 75% пожаров и 90% гибели людей приходится на жилой сектор. Для запуска пиротехники в городах и районах создадут специальные площадки. Сейчас оборудованы более 1000 мест. Дмитрий Аринин, Марк Хусаинов, ТНВ, Казань. Глава следкома Александр Бастрыкин взял на контроль дело о падении льда на ребенка в Нижнекамске. Он поручил доложить о ходе следствия. Следователи дадут правовую оценку действиям коммунальных служб, ответственных за чистку крыш. Проводят допросы, запросили документы. Чтобы избежать трагедий, Следственный комитет обращает внимание руководителей управляющих компаний, коммунальных служб и владельцев зданий незамедлительно организовать работу по своевременной очистке крыш.
Череда серьезных аварий произошла в Татарстане. В Нижнекамске иномарка на огромной скорости влетела в стоявшую обочину грузовик. В результате столкновения пассажир легковушки погиб. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Еще одно ДТП под Нижнекамском. Бензовоз не справился с управлением, выехал с трассы и перевернулся. Обошлось без пострадавших. И, как стало известно сегодня, скончался второй пострадавший в ДТП с автомобилем каршеринга в Казани. Напомним, наезд произошел 15 декабря. 18-летний водитель арендованного «Фольксвагена» выехал на красный и сбил двух пешеходов на переходе. Они были братьями. Младший, которому было 18 лет, умер в реанимации через 4 часа после аварии. За жизнь старшего, 20-летнего, медики 7-й горбольницы боролись всю неделю, однако спасти не смогли. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Предстоящей ночью и завтра днем в республике ожидается туман, сильная гололедица. Подмораживать в Казани начало после обеда. Сейчас на улице -1. Завтра временами пройдет мокрый снег и дождь. Температура от +1 до -2 градусов. Как отмечают в гидрометцентре, Татарстан по-прежнему остается под влиянием атмосферных фронтов атлантических циклонов. Температура для этих дней была аномально высокой. Картина начнет меняться в начале следующей недели, когда через наш регион пройдет холодный фронт. Столбики термометров упадут до -8. Сообщение о том, что с понедельника из-за неблагоприятной эпидситуации в республике отменяются школьные автобусы, а обучающиеся с признаками ОРВИ в школу допускаться не будут, фейк. Об этом нам сегодня сообщили в Министерстве образования. В эти дни в мессенджерах распространяется информация якобы от имени администрации одной из школ, в которой сказано, что посещать школы в эти дни рекомендуется только для исправления оценок. Также в других сообщениях пишут, якобы информация актуальна для всех школ. Как сообщили в Минобре, никаких указаний школам не поступало. В Казани сегодня прошли заключительные сельхозярмарки этого года. Фермеры из 22 районов и 18 предприятий АПК привезли все, что нужно к новогоднему столу. Птицу, рыбу, мясо и овощи, а еще ели и другие символы наступающего праздника. Легко ли было здесь найти все, что нужно? Всего ли хватало для приготовления традиционных салатов под шубой и оливье и обязательных холодца и гуся? По рядам прошелся Рамиль Шайдулин. До Нового года неделя. Самое время подумать о праздничном столе. Что для этого нужно? Конечно, продукты за натуральными, свежими, а главное вкусными. Казанцы и гости города пришли на сельхозярмарку. Получится ли здесь найти все, что нужно к новогоднему столу? Давайте узнаем. На сцене новогоднее настроение создают Дед Мороз со Снегурочкой. На прилавках изобилие продуктов от фермеров республики. Все, и мясо, и печенье, и молоко, и творог, все, что хотите. Яблоки, мандарины вот свежие продают. Что есть тут, что необходимо, все будем покупать. Сегодня казанцы закупаются впрок. Мы на пороге праздничной недели. Ярмарка последняя в уходящем году. За ее изобилие с 5 утра отвечают фермеры Нурлатского, Сабинского и Балтасинского районов. Под Новый год они даже больше сегодня привезли, да, то есть и ассортиментный состав больше привезли. Вот как мы видим, и инвесторы сегодня и яйца вывезли на рынок 300 тысяч штук. Это очень большое количество сегодня. Площадка у агропромпарка уже новогодняя. Здесь есть все элементы зимнего праздника. Сабинский лесхоз привез казанцам живые ели, а вязальщики – веники из пихты для новогодней бани. Берут, хорошо берут Новый год. У всех настроение новогоднее, хорошее. Какой новогодний стол без птицы? На прилавках праздничной ярмарки тушки свежих, запеченных и копченых гусей и уток. Запекать берут, готовят, конечно, на новогодний стол гусь как раз самый раз. Не останутся без праздничного блюда и любители холодца. На холодец много берут. Все спрашивают, мотолочки, ноги. Как разрубаю, сразу забирают. Вот это не рыба. Не заливная рыба. Это хрену к ней не хватает. В топе запросов рыба. Казанцы стоят в очередях, чтобы купить живого карася или лучшую сельдь скумбрию. Мы очень любим рыбу и на Новый год сделать селедку под шубой. Да не обязательно, просто селедочку с лучком. Какой салат под шубой без свеклы и моркови? Овощи сегодня разлетаются быстрее, чем горячие пирожки. Скоро Новый год. Все уже берут ажиотаж. Свеклу хорошо берут, и капуста берут.
и тык уже закончился. Еще утром эти продукты были в районах, а уже через неделю станут украшением праздничных столов казанцев. Покупатели верят, на Новый год нужно есть вкусно и полезно, ведь как его встретишь, так и проведешь. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Проблему с чистой питьевой водой решили в Нурлате. По национальному проекту «Жилье и городская среда» здесь построили новую систему водоснабжения. Прежняя станция, которую возвели полвека назад, была в аварийном состоянии. Новый комплекс обеспечит водой не только Нурлат, а это 32 тысячи человек, но и ближайшие населенные пункты. На реконструкцию объекта направили почти 1 миллиард рублей. По федеральной программе «Чистая вода» меньше чем за 2 года протянули почти 57 километров водовода, пробурили 6 скважин и построили новую станцию водоподготовки. Я поздравляю нурлатцев с хорошей, чистой водой. Сейчас в кранах у нурлатцев 55% жителей получать будут эту воду. Благодаря национальному проекту «Жилье, городская среда», федеральному проекту «Чистая вода» реализован этот проект. Большая благодарность нашему заказчику, большая благодарность нашим строителям, которые в кратчайший срок выполнили этот объект и ввели сегодня в эксплуатацию. Сегодня в стране начался сбор подписей в поддержку выдвиженцев президента России. В Татарстане такую работу начали сторонники Владимира Путина. Он баллотируется как самовыдвиженец. В пятницу в Казани открылся его региональный избирательный штаб. По данным Центра избиркома страны, на сегодня 29 человек изъявили желание участвовать в президентских выборах. Для регистрации в качестве кандидата до конца января самовыдвиженцам нужно собрать 300 тысяч подписей, представителям партий 100 тысяч. Кандидаты от 5 парламентских партий от сбора подписей освобождены. Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта следующего года. Сбор подписей в поддержку Владимира Путина в Казани сегодня проходил в одном из торговых центров. Туда приехали и руководители его татарстанского штаба. Мы собираем подписи на выдвижение Владимира Владимировича Путина в больших торговых центрах Республики Татарстан и на местах повышенного трафика. Помимо этого у нас открыт штаб, куда любой желающий может прийти и оставить свое обращение, пожелание, и также, конечно же, оставить свою подпись. Уровень жизни в России поднимается, это заметно, несмотря на инфляцию. И мне в моем государстве, в моей стране, на моей родине комфортно, а уж на моей малой родине тем более. Я уверен, что только при сильном лидере можно рассчитывать на безопасное и благополучие нашей страны. Будет организован сбор подписей в поддержку нашего президента. И с большой радостью увидел, что, зайдя в магазин сегодня, что есть такая возможность. В выборах участвовать важно, потому что это гражданский долг каждого гражданина. И обязательно нужно прийти. Как же не участвовать? Это наша обязанность, это наша святая обязанность, потому что кого выберем, тот нами будет руководить. Ждуны, те, которые не ходят, думают, вот, там ничего не изменится. Все изменится, мы народ, и мы должны ходить на выборы. Не нравится, голосуй за другого, не нравится, за третьего голосуй. Но ты, как гражданин, ты должен свое «я» внести. Рустам Минниханов направил телеграмму с поздравлениями гвардии капитану Айнуру Сафиуллину с присвоением звания Героя России. Вы избрали делом жизни непростую, но очень благородную и важную профессию. Присвоенное вам высокое звание Героя России является ярким свидетельством того, что вы являетесь настоящим защитником Отечества, доблестным воином, преданным своему призванию, служебному долгу, нерушимому боевому братству и родной стране. Искренне горжусь вами, передаю огромную благодарность вашим родителям Альберту Рафаилевичу и Лилии Дамировне, сумевшим воспитать истинного патриота своей страны, мужественную, героическую личность. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой силы духа и новых свершений во славу России, говорится в телеграмме Раисы Республики. 9 героев России, участников СВО, на этой неделе получили золотые звезды из рук президента Владимира Путина. Айнур Сафиуллин отбивал многочасовые атаки врага. После ему и отряду удалось уничтожить более 2 взводов живой силы противника и захватить иностранные противотанковые ракетные комплексы. Мы очень все благодарны вам за то, что даете нам, вы дали нам шанс проявиться. Мы проявляемся, и мы будем идти до конца, чтобы вы знали, что мы пойдем до конца в любой обстановке в любом случае.
Татарстанцы продолжают оказывать гуманитарную помощь своим землякам, находящимся в зоне СВО и жителям новых регионов. Свой вклад вносят как жители, так и предприятия. От продуктов питания и одежды, как в Набережных Челнах, до автомобилей и спецоборудования, как в Лениногорске. На этот раз вместе с гуманитарным конвоем отправили и новогодние приветы. Маскировочные сети, инвентарь, теплую одежду, сладости и многое другое собрали активисты, предприниматели и неравнодушные челнинцы. Из города отправился очередной гуманитарный груз для бойцов СВО. Для создания предновогоднего настроения на каждую коробку наклеили поздравления. В преддверии Нового года получат подарки и бойцы, которые находятся в госпитале, а также медперсонал. Не оставят без внимания воспитанников детских домов. Это приготовлено для ребят, для нескольких подразделений, в том числе включая госпиталь, детский дом. И туда у нас идут подарки. Маленькую машину сегодня грузим. Буквально 2 недели, наверное, месяц назад я лично ездил. Угоняли 2 фуры. Фурами не первый раз. Техника помогаем. Ну, чем можем, помогаем. Лениногорцы отправили грузовик с гуманитарным грузом в зону СВО для земляков и жителей новых регионов. В составе груза именные посылки, спецоборудование и даже внедорожник. Конечной точкой маршрута стали города Рубежный и Лисичанск. Сюда прибыли 20 тонн груза. Это продукты, вода, медикаменты, промтовары, новогодние подарки для детей и новый санитарный УАЗ для городской больницы. В селах Нижний Нарадбаш и Бакмуразово Буинского района и взрослые, и молодежь вместе плетут маскировочные сети. Также жители собрали 140 тысяч рублей и приобрели снаряжение для бойцов СВО. Мы после уроков или на уроках технологии собираемся вместе и с нашим коллективом, так скажем, вяжем эту сеть. Помимо маскировочных сетей мы отправили много вещей. 2 полные машины гуманитарной помощи. В эти дни в Татарстане собирают гуманитарную помощь, чтобы с новогодними пожеланиями отправить ее землякам-бойцам в зону СВО и жителям новых регионов. Светлана Звонарева, Татарстан. Съемочная группа программы «7 дней ТНВ» вернулась из командировки в зоне СВО. Это был 6-й выезд корреспондента Зуфара Давлетшина и 1-я командировка оператора Булата Абдульманова. Они снимали репортажи о службе мобилизованных из нашей республики и вручении им государственных наград. Также в последние дни журналисты посетили подшефные города Лисичанск и Рубежное. Там сейчас активно восстанавливается мирная жизнь. Их репортажи можно будет увидеть в ближайших выпусках программы «7 дней». С настроением, конечно, домой всегда с радостью возвращаешься. То есть сначала, когда видишь на въезде, там написано «Республика Татарстан» на границе с Ульяновской областью, уже тепло на душе. И когда вот эту вывеску, уже все, уже значит дома. Само собой, это будут серия сюжетов в программе «7 дней». Самый ближайший будет в это воскресенье уже. Потом, конечно, будут и фильмы. Съемка необычная, работа интересная. И там совсем другая жизнь на самом деле. И вот такое снимать, показывать, мне кажется, не то, что интересно, такое как раз нужно. Вот. Поэтому, честно говоря, впечатление невероятное. Самые масштабные в Татарстане муралы появились на новом производстве Нижнекамск-Нефтехима. Здесь на огромных противопожарных резервуарах красуются девушки Кама и Волга. Концепция рисунка отражает культуры русского и татарского народов и подход предприятия к окружающей среде. Тонкие черты лица, мягкий взгляд, национальные наряды и чудесная музыка. Огромные противопожарные резервуары стали настоящими жемчужинами нового производства ЭП-600 на Нижнекамск-Нефтехиме. Теперь нефтехимиков встречают девушки в русском и татарском национальных костюмах на фоне главных рек Татарстана. Больше 2 месяцев их создавали художники из разных городов страны. Осень в этом году была дождливая и сразу зимняя. Ну и очень короткий день. Потому что все-таки Нижнекамск живет немного, не хватает ему 1-часового пояса, чтобы было посветлее, когда старт работ начинается и когда заканчивается. На работу над промышленными картинами ушло 43 дня и 760 литров краски. Новые муралы самые масштабные в Татарстане. Из 15 разных дизайн-концепций была выбрана Волга и Кама. Именно она отражает ключевые ценности Сибура. Вода в резервуарах символизирует подход Сибура к сохранению окружающей среды. Цель нашего предприятия и всей компании – сохранять чистоту воды, а значит позаботиться о 2 главных водных артериях Татарстана – реках Кама и Волга. Волгу символизирует русская душа, Каму – татарка. Так в муралах соединились 2 культуры, 2 народа с богатыми наследием и историей. Есть смысл в этих картинах. Думаю,
принципе. Я думаю, всем понравится. Людям действительно как-то настроение больше поднимается, какой-то стимул, интересно становится работать. Производство Нижнекамск-нефтехима с каждым годом становятся и более современными, и эстетичными. Ранее большие арт-объекты появились на ГБК-200. Его украшают 2 мурала в виде большого эко-автобуса и экологически безопасной шины. Рамиль Шайдун, Алена Струминская, Игорь Романов, ТНВ, Нижнекамск. Настоящую новогоднюю сказку ребятам сегодня подарил Казанский моторостроительный завод. Традиционно перед зданием КМПО прошел большой праздник, а свои яркие огни зажгла новогодняя красавица. Дождик из ярких конфетти, любимые герои на сцене и зажигательные песни. Здесь весело и интересно как самым маленьким, так и детям постарше и даже родителям. Ребята смогли бесплатно прокатиться на паровозике, на пони, поиграть с ростовыми куклами, рассказать стихотворение про Новый год и получить сладкие подарки. Я очень хотела попасть на эту елку, и ведь мне тут очень нравится. Все интересно, дети уже успели покататься. Сейчас смотрим представление. Здесь работает бабушка с дедушкой, они как уже второе поколение, нас всегда приглашают. Давайте на елку, на открытие елки. Живем рядом, считай, по соседству. Нам всегда здесь очень нравится. На праздник всегда приглашают не только тех, кто работает на КМПО. Здесь также жители авиастроительного района и всей Казани. Традиционно с открытием елки начинает работать и зимний городок, где можно скатиться с горок или покататься на катке. Сегодня не совсем та самая погода, которую мы ожидали. Но я надеюсь, что в скором времени, когда придет настоящая зима, дети с удовольствием смогут покататься на горках, на катке. Поэтому ждем всех детишек. Необычно поздравили Дед Мороз со Снегурочкой юных пациентов Центра детской онкологии ДРКБ с наступающим Новым годом. Они спустились к ним с крыши и зашли в окно. Добрую традицию ежегодно проводит благотворительный фонд «Город добрых людей». Новогодний десант – это студенты Всероссийского корпуса спасателей. В центре Эрмитаж Казанского Кремля открылась настоящая новогодняя выставка. Здесь то, что возвращает нас в детство – куклы. Экспозиция так и называется «История детства. Куклы и игрушки 19-20 веков». Публике представили более 400 кукол. Их производили на фабриках Российской империи, Германии, Франции, США и других стран. Еще 40 лет назад некоторые из них были в каждой советской семье. Сейчас в уникальных частных коллекциях. Мишки и зайцы, куклы и машинки. Меньше полувека назад они были в каждой советской квартире. Сегодня редкость. Воспоминания трогают посетителей выставки до слез. Игрушки из своего детства показывают уже детям и внукам. Я оказалась в детстве. Это вот эти игрушки. Мы выросли в них. Так приятно. Да, у меня вот такая кошечка была. Вот эта пластмассовая кошечка была. Вспомнила с детства. Они очень красивые и милые. Какая тебе понравилась больше? Вот эти вот зайчики. Потому что у них глазки очень симпатичные. От антикварных кукол 19 века до советских игрушек. Многие куклы в СССР создавались известными художниками и скульпторами. Игрушка Володька Льва с Маргона изображает веселого пионера. По лицу куклы коллекционеры понимают год выпуска. Яркие щеки, подкрашенные уши – все это указывает на начало 60-х. Идея выставки у нас была очень давно. Мы очень хотели показать кукол рядом с старинными фотографиями, старыми фотографиями, фотографиями 20 века, для того, чтобы показать этот контраст потерянного нами детства. Вернуться в детство поможет и новогодняя детская комната 60-х, 70-х годов. Наряженная елка, гирлянды из флажков и, конечно, игрушки, которые тогда были у каждого ребенка. Вспоминаю свое детство и вспоминаю, какие были у меня любимые игрушки. С елой у меня такие большие воспоминания. Это была моя мечта иметь такую игрушку, и мне ее на Новый год подарили. Мне чуть-чуть не досталось этого, потому что мое детство пришлось на 90-е. А у нас это было время такое не очень легкое, можно сказать. Но в целом игрушки довольно-таки знакомы. Что касается антикварных кукол, я подобные вижу живьем впервые. Они очень красивые, необычные. Я рада, что они сохранились до сих пор. В зале были представлены и советские куклы. Какие-то и мне удалось застать, и были и в моем детстве, и поэтому такая ностальгия. В экспозиции более 400 кукол. Выставка «История детства» будет работать в Эрмитаже Казанского Кремля до 14 января. Лина Зинатульна, Энджи Саттарова, Андрей Ключников, ТНВ, Казань.
Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дахате. До встречи в 21:30. Здравствуйте. Исяннесис. В Татарстане температура постепенно понижается. Подробнее через пару секунд. Только до Нового года скидка 20% на изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафу-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Балтаси будет облачно, снег. Температура и в дневное, и в ночное время суток минус 2 градуса. В Буинске, Дрожжаном и Камском устье тоже пасмурно. Пройдет снег. Днем от 0 до 2, ночью до 3 градусов мороза. В Чистополе, Аксубаево, Мамадыше облачно, снег. 1 градус ниже нуля днем и 2 градуса мороза ночью. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Актаныше здесь облачно. Осадки в виде снега. Днем и ночью около минус 2 градусов. По Альметьевске, Бугульме и Бавлах тоже осадки. Температура в течение суток 1-2 градуса мороза. Банк Айверс рад поздравить вас с наступающим новым 2024 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Комфортная погода прогнозируется и в туристических городах нашей республики. В Свияжске облачно, снег, температура днем минус 2, ночью минус 3 градуса. В Болгаре примерно такая же картина. Пройдет снег, днем 2 градуса, ночью 3 градуса мороза. В Елабуге минус 1 градус днем и минус 2 ночью. Здесь также обещают снег. Министерство по делам молодежи Республики Татарстан запускает цифровой психологический сервис поддержки молодежи. Набери help-online-rt.ru и получи бесплатную квалифицированную помощь психолога в режиме онлайн. Выход есть всегда, помощь рядом. В Казани будет пасмурно, пройдет снег. Температура днем 1, ночью 2 градуса мороза. Давление ниже нормы, оно составит 739 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный умеренный, влажность остается высокой, 93%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, в предновогоднюю неделю температура опустится до комфортных значений. Сильных морозов не будет. Пока это все, я с вами прощаюсь. До встречи.